Эфир телеканала АТР продолжает новости. 26 января 1064 день аннексии Крыма. В студии София Абляева. Здравствуйте. Чем запомнился сегодняшний день? Далее в эфире. Новый виток репрессий в Крыму. Российские силовики проводят обыски у мусульман. Адвокат крымских мусульман Курбетдинов обвинен в распространении экстремистских материалов. Так, вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют. Чубаров объясняет репрессии в Крыму местью за непокорность. Крымско-татарский народ, который не склоняет свою голову, и что бы ни делали российские оккупанты, крымские татары сохраняют свое достоинство и честь. Российские силовики с очередным обыском ворвались в дом крымско-татарского активиста Сейрана Салиева в Бахчисарае. После обыска его увезли в Бахчисарайское РОВД. Инкриминируют Салиеву 2 статьи: распространение экстремистских материалов и пропаганда символики экстремистских организаций. В итоге Салиева арестовали на 12 суток. Сегодня 26 января. В Крыму началась новая волна обысков и арестов крымских татар. Утром вооруженные российские спецотряды окружили дом активистки национального движения Зудия Салиевой и ее сына Сейрана в Бахчисарае. В семье 3 детей и беременная жена. Несколько десятков ОМОНовцев ворвались в дом и перекрыли вход в подъезд. Семью Салиевых поддержала крымско-татарская общественность. Десятки людей пришли на место обыска. Адвокаты Эдем Семедляев и Эмиль Курбетдинов направлялись к семье Салиевых. По дороге их остановили сотрудники ДПС. Вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют. Обыск у Салиевых прошел без адвокатов, их задержала полиция. В доме силовики ничего не нашли. Без объяснений Сейрана Салиева отвезли в Центр по противодействию экстремизму в Симферополе. Во время обыска у семьи Салиевых изъяли мобильные телефоны, искали религиозную литературу, по словам силовиков, которая может быть связана с ИГИЛ или Хизбут-Тахрир. Сотрудники ФСБ пришли со своими понятыми, рассказала жена Сейрана. С каким вообще вы намерением пришли? Он говорит, мы так боремся с врагами государства. А я говорю, вы доказали, что мы враги государства? Вы только пришли. Они молчат. Потом, когда главный из них сидит и мне вопросы наводящие задает, я опять говорю, я не понимаю вашу реплику вообще, саму терминологию «враг государства». Враги государства в университетах не учатся, детей не воспитывают, в школы, садики не отдают. Бахчисарайский суд обвинил Сейрана в распространении экстремистских материалов и арестовал на 12 суток. Ранее Сейрана Салиева оштрафовали на 20 тысяч рублей. В прошлом году он пришел поддержать владельца кафе «Салачи» в Бахчисарае, которого обыскали по делу Хизбут-Тахрир. Сейран через громкоговоритель минарета объявил об обысках и таким образом привлек внимание десятков людей. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР. Адвоката Эмиля Курбетдинова обвиняют в распространении экстремистских материалов, которые он опубликовал в Фейсбуке 4 года назад. Подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя признал его виновным и избрал меру пресечения – 10 суток ареста. Эмиля Курбетдинова и Эдема Семедляева задержали вооруженные люди в масках. Адвокаты направлялись к дому своего подзащитного Салиева в Бахчисарае, у которого с утра силовики проводили обыск. Приехали в масках. 2 сотрудника в масках направляются. Я думаю, сейчас попытаются задерживать Эдема Семедляева. Я Центр противодействия экстремизму. Так, вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют.
Семедляева отпустили, а Курбединова силовики забрали в Центр противодействия экстремизму. Возбудили административное дело, обвиняют в распространении экстремистских материалов. Его обвиняют в совершении правонарушений. Публичные призывы, распространение информации экстремистской направленности. Максимальная санкция предусматривает административный арест до 15 суток. Курбединова судят за публикацию видео в Фейсбуке, сделанной еще 4 года назад, когда полуостров был под контролем Украины. Пока адвоката держали в центре его дом обыскали вооруженные спецназовцы. За этим наблюдали жена адвоката, 2 малолетних детей и пожилая мать, у которой подскочило давление. У женщины сердце больное. У нее... Ну не ругайте женщину. Ребята, скорую вызовите, пожалуйста. Вызывайте скорую. Обыск продолжался несколько часов. К дому Курбединова силовики подогнали 2 автозака. Адвоката Джемиля Темишева, который защищает права Курбединова, в квартиру не допускали. Люди требуют, чтобы запустили адвоката. Я здесь стою перед дверями, не дают нам возможность туда пройти. Обыск провели и в офисе Курбединова, где он работает со своим партнером Эдемом Семедляевым. Обыск закончился, вы видите, что произошло, все перерыли, изъяли всю оргтехнику, некоторые журналы. Задержанного адвоката Курбединова отвезли в железнодорожный райсуд Симферополя, где ему присудили 10 суток ареста. Эльвина Сидбулаева, Шевкет Наматулаев, Заман, АТР. Правозащитники призывают прекратить преследование адвокатов в Крыму. Защитник заместителей Меджлиса, адвокат Николай Полозов, которого вчера на 2 часа похитили представители ФСБ, считает, что следует ожидать еще одной волны репрессий против крымских татар. А председатель Меджлиса Рифат Чубаров сегодняшние события назвал русским фашизмом в оккупированном Крыму. Видно, что оккупационные власти преследуют сразу несколько целей. Первое – это попытаться запугать крымско-татарский народ. Второе – они хотят просто напугать адвокатское сообщество и оставить крымских татар, политзаключенных, без адвокатской защиты. Ну и, разумеется, они так мстят. События последних дней в Крыму показывают, что российская власть избрала новую тактику. Теперь это не только преследование политических активистов, но прежде всего удар нанесен по их защитникам. Вчерашнее мое похищение сотрудниками ФСБ и попытка осуществления допроса, сегодняшнее задержание и обыски у адвоката Эмиля Курбединова свидетельствуют о том, что мы ожидаем новый виток репрессий, усиление этих репрессий, и российская власть сейчас ставит своей задачу прежде всего зачистить защитников, которые осуществляют защиту людей по этим уголовным делам. Я не исключаю, что в отношении Эмиля в конечном счете могут быть возбуждено уголовное дело. Все это происходит на фоне абсолютного молчания со стороны Федеральной палаты адвокатов, адвокатского сообщества, что, безусловно, развязывает руки российским силовикам. Я ожидаю, что в этом году будет новый виток давления на, прежде всего, тех граждан Украины, которые являются крымскими татарами. По всей видимости, нас ожидает череда, в том числе уголовных дел, в отношении членов Меджлиса. Как раз перед этим новым витком репрессий и идет зачистка адвокатів. Безперечно, це викликає страшне занепокоєння, і ми з обуренням сприймаємо такі дії окупаційної влади проти незалежних адвокатів. Один з них, до речі, є громадянином Російської Федерації. Вони свідчать про вихід на новий рівень політики залякування, яка вже протягом 3 років триває на півострові, про посилення тиску на кримсько-татарських лідерів, на посилення тиску релігійних активістів та незалежних журналістів та адвокатів. За неполных 3 года российской оккупации Крым покинули 30 тысяч крымских татар. Об этом сообщает Меджлис крымско-татарского народа. В частности, Реза Шевкиев считает, что гибридные действия России по выдавливанию крымских татар со своей родины нужно расценивать как геноцид. Член Меджлиса Гаяна Юксель напомнила о том, что за 1-й год российской оккупации Крыма были похищены и убиты 24 местных жителя.
В общей сложности в первый год с начала оккупации на территории полуострова были похищены, убиты, не найдены 24 активиста, среди которых и украинцы, и крымские татары. Вот подумайте, какое могло быть влияние на наш народ, когда вот крадут, показывают замученного человека, который сопротивлялся этой власти. То есть примирить, чтобы наш народ в день референдума не восстал, не поднял головы. Курс на Турцию в поисках лучшей жизни. Ярый сторонник крымской весны, готовивший боевых львов на защиту русского мира на полуострове, Олег Зубков собрался за турецким гражданством. Директор сафари-парка «Тайган» уже подал документы и провел переговоры с турецкой стороной об открытии нового зоопарка под Стамбулом. Мега-Тайган будет строить фирма, которая принадлежит сыну президента Турции Эрдогана, и он будет самым большим в мире. Об этом заявил сам Олег Зубков. То если у меня появится какая-то возможность строить дальше здесь парки, будь то зоопарк «Солнышко» в Евпатории, будь то парк развлечений в Белогорске, будь то парк тигров в Севастополе, я готов это сделать. Но 3 года практики говорит, что ничего подобного не происходит и вряд ли произойдет в будущем. Природа не терпит пустоты. Из 10 стран я действительно выбрал Турцию, поскольку она подходит мне по близости территории, по климату для животных, по отношению правительства. Я снова живу полной жизнью. Не кошмарю здесь и бегаю по десяткам судов, которыми меня обложили, а занимаюсь любимым делом. Найти и спасти. Активисты Крымсоц вновь вышли к стенам российского посольства в Киеве, чтобы напомнить о судьбе исчезнувших в Крыму людей. В этом году этот список пополнился еще 2 фамилиями. Подробнее об этом Роман Спиридонов. На контур Крыма активисты крепят таблички с фамилиями пропавших на полуострове. Это и активисты Автомайдана, исчезнувшие весной 14-го, Иван Бондарей, Валерий Ващук и Василий Черныш. Это и сооснователи крымской организации «Украинский дом» Тимур Шаймарданов и Сиран Зенединов. Это сын и племянник крымско-татарского правозащитника Абдуришита Джипарова Ислям Джипаров и Дживдет Ислямов. Это член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Ирвин Ибрагимов. На території Криму проводяться, зникають насправді більше людей, ніж ті, про кого ми знаємо. Зараз ми не знаємо про те, де знаходиться 15 людей. Загалом на території Криму за період окупації зникло більше, ніж 38 людей. Сын Петра Выговского, Валентин, в марте 14-го 2,5 недели считался пропавшим без вести. Его потом удалось обнаружить в Симферопольской тюрьме. Поехавшего в гости к друзьям Валентина обвинили в шпионаже и осудили на 11 лет. Країну, на яку він шпигував, нібито не встановили. Сама справа була закрита повністю. На суді не був ніхто присутній ні з нашої влади, ні з родичів. Так що про саму суть справи, що судили, присудили йому, що винувачували конкретно, крім номера статті, ми теж до цього часу нічого не знаємо. После переписки с прокуратурой Российской Федерации Крымсоц удалось получить информацию о том, как расследуются дела пропавших. Ответ пришел из Крыма. Оказалось, что по многим поиск прекращен, а по активистам Автомайдана и вовсе не начинался. Приостановлено было по Шаймарданову, Зинединову, Арисланову, Абселямову, Джипарову и Ислямову. Это дела, которые приостановлены. Вследствие того, что не были установлены лица в качестве обвинения. Что касается Ивана Бондарца, Василия Черныша и Владислава Ващука, то дела вообще не были возбуждены. Юристам Крымсоц удалось узнать о еще 2 исчезнувших уже в этом году. Это живший в Крыму гражданин Узбекистана Мурат Каримов. Он исчез 17 января по пути на материк. И крымчанин-переселенец Искендер Ибрагимов. После оккупации жил в Винницкой области, пропал в Москве, куда поехал на встречу с деловым партнером. Роман Спиридонов, Асан Иминов, Заман, АТР. Пока это все. Больше узнаете в следующем выпуске «Заман» уже через 2 часа. Берегите себя и своих близких.